В Восточной Европе с X по середину XIII века был безмонетный период. То есть торговля была, но это была шкурная торговля, то есть шкурками белок, да? Иногда запечатывались пломбами. Пломб много археологи находят. Монет ни одной. Значит, были какие-то эрзац деньги. Но, если мы посмотрим на археологические памятники эпохи Золотой Орды, они засыпаны монетами. Причем не только медными, в основном серебряные монеты. Но в Восточной Европе новых рудников серебряных не открыто. Значит, серебро, я скажу, откуда поступило. Из Чехии и Австрии, из Трансильвании. Сюда хлынул серебряный поток. Но это же не благотворительность. Из Китая двинулся огромный поток восточных товаров. Шелк, фарфор, пряности, который заполнил, и Европа стала поглощать эти самые товары. А в ответ платила серебром. Даже тот на границе Золотой Орды брали от 3 до 7 в конце уже процентов от торгового оборота. И этого было достаточно, чтобы страна вообще изменилась и расцвела. Кроме того, значит, внутренние связи между регионами, которых раньше вообще не было, резко усилились. То есть купцы из Твери стали плавать, значит, единая система, никаких внутренних торговых пошлин, ничего нет. То есть развивается торговля. Нижеволжские города нуждаются практически во всем. Там кроме песка ничего нет. Ну и там арбузов, чуть не сказал помидоров, но нет. Значит, и все. А все остальное надо завозить. Вот идет обмен. Почему расцветает и вдруг строятся в Болгарии огромные монументальные сооружения? Вот это самая Джами-мечеть в центре болгарского городища. Это монументальная постройка. Это огромные средства были потрачены. Причем ее построили, здание такое тяжелое, что стало раздавливать стены. Пришлось построить 4 контрфорса. Ее перестроили. Это гигантские деньги. А почему? Потому что отсюда шел хлеб на содержание нижеволжских городов. Мегаполисов, которые по 75 тысяч населения. Такой численности населения Российская империя, города Российской империи в Поволжье достигли только во второй половине 19 века. Я уж не буду говорить, что, например, вот в бытовом отношении появились чугунные котлы. До этого котлы были или бронзовые, или каменные, или глиняные. Огромное количество в Волжской Булгарии, например, медных котлов, которые, понятно же, они сжигаются. Поэтому очень много обрезок, их и латали, переделывали, там эти скорняки, наверное, это самое, обогащались. И в тот раз и пришли чугунные котлы, вообще неубиваемые. И все, вот, представляете, как жизнь женщин резко улучшилась.